Детские опухоли отличаются от взрослых, и онкологию в возрасте от 0 до 18 лет нельзя предупредить. Сейчас на диспансерном наблюдении в республике состоит 234 ребенка. Специалисты отмечают, причинами возникновения рака у детей являются множество факторов. Опухоли в основном эмбриональные опухоли. Да? То есть это опухоли, которые зародились уже, как человек зарождается в матери, ребеночек зарождается, вот там же и зарождаются эти опухолевые клетки. Вообще опухолевые клетки у каждого человека до 5% у каждого здорового человека должны быть. Ну, есть. Угу. Но тут происходит сбой. Сбой происходит, и начинают эти клетки бурно расти. Если скажете, какая причина, да, возникновения, вот у нас вот, например, дети тут лежат, родители здоровы, родители не имеют какой-то вот наследственности, да, то есть их родословная чистая, то есть они не имеют каких-то заболеваний, что если мы думаем о наследственности, да, или они, например, говорят, да, у нас бабушка там болела раком, да, эти взрослые опухоли, они кардинально отличаются от детских. Основной метод лечения пациентов в детском онкологическом отделении – химиотерапия. Некоторые дети направляются в федеральные центры на дальнейшее лечение, например, операции, лучевую терапию и трансплантацию. Врачи из Якутии тесно сотрудничают с ведущими специалистами федеральных клиник страны. Детское онкологическое отделение – это тот блок больницы, где дети могут чувствовать себя как дома. Для этого созданы все условия. Конечно, детишки у нас очень такие смышленые, даже маленькие, очень умные. Контакт входит очень даже хорошо. И вот когда они, да, надолго лежат, они, да, воспринимают уже как свою родную, знакомую. Разумеется, неравнодушное отношение к пациентам, тем более в онкологическом отделении, сказывается на моральном состоянии медицинского персонала. Ну, конечно, есть же такое понятие, как профессиональное выгорание, есть такое понятие. Это все, конечно, про людей. Это каждому человеку нелегко с этим смириться. Или, например, ты лечишь какого-то ребенка. Ну, бывают такие, что и уходят дети. Это же онкология. И, конечно, это очень сложно. Но у нас мы, конечно, все это понимаем, но когда вот есть психолог, допустим, он занимается вот с выгоранием именно медработников, допустим, у врачей, сестер, санитарочек, чтобы, ну, стараемся как бы держаться. И все-таки лучшие моменты их больше, чем плохих. Работа психолога необходима в таком специфичном отделении. Естественно, для родителя большой стресс узнать о том, что его ребенок болен. И, разумеется, большая радость получить новость о скорейшем выздоровлении. Она была в тяжелом состоянии, и за пару дней не поставили ее на ноги. Ну и потом у нас пошло лечение уже по плану. Вот. И так 8 месяцев уже тут. Пока здесь, ну вот скоро уже домой поедем. Ну, для вас, наверное, большая радость. Ну, конечно. Для ребенок 8 месяцев свежий воздух не видел, не дышал. Поэтому папу 8 месяцев не видел. Алена. Вы вообще как довольны работой персонала? Да. Здесь? Молодцы все вовремя делают. Ну, вовремя все. Спасают детей, даже самых тяжелых, сразу за пару дней на ноги поднимают. На моем опыте, на моем ребенке поставили ее за пару дней на ноги. Как говорят специалисты, если бы было известно, какие факторы влияют на появление раковых заболеваний, мы бы давно исцелили эту болезнь. Однако важным показателем стала выживаемость. И сегодня с уверенностью можно сказать, что онкозаболевания у детей – это не приговор. Надежда Саханская, Илья Сыромятников, Якутск.